Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня у нас в гостях Павел Васильев, народный артист Удмуртской республики, артист удмуртской и русской эстрады. Нам, конечно, любопытно узнать, что за личность, человек появилась у нас в клубе. И сейчас мы на эту тему поговорим. Итак, откуда, чего, как все начиналось в судьбе? Очень давно я родился. Так долго не живут? Это я еще помню, когда к власти перешел Брежнев. Это было... Мною уважаемый человек, Леонид Ильич, для меня олицетворение эпохи. Моя семья жила в Игре, там и родился в семье учителей. А в возрасте 10 лет, когда мне было 10 лет, мы переехали жить в Завьялово. Там продолжалась вся моя самая активная жизнь. 40 лет я прожил в Завьялово. Считаю это место самым лучшим местом на земле. Завьяловцы, цените, народный артист. Круче не бывает. На Кипр не променяйте? Нет, ни за что. Завьялово это... Понятно. И там, значит, школа, по традиции армия. Да, школа была. И говоря про школу, надо упомянуть, что много осталось друзей со школы. Школьных друзей очень много. Мы поддерживаем до сих пор отношения. Армия, да, служил в армии, как и все, 2 года. 2 года. Да. В каких войсках? В ракетных войсках. Не стройба. ПВО, нет, ПВО. Да. Дисциплина, Дисциплина. порядок мужчины. Вернулся закаленным. Да, меня там обучили. Сначала полгода учили, а потом я служил начальником дизельной электростанции на ракетном старте. Старший сержант. Нет, сержант я был младший, так и оставался им всегда. Но маленький, но начальник. А это была, ну зато у меня была должность высокая. Понятно. И таким избалованным, но физически подготовленным вернулся в гражданскую жизнь. Ну, как можно в армии избаловаться? И здесь началось. Совсем не избаловался. А там после армии началось совсем не легко и не гладко. Мне в жизни давалось все очень трудно. Нигде ничего не давалось мне даром. Приходилось много работать. И даже спустя годы после армии, когда учился уже в музыкальном училище, а там обучение дневное, ни заочного, ни вечернего нет, поэтому приходилось еще и работать, потому что я уже был семейным человеком, приходилось браться за всякую работу. В том числе, я слышал, кузнецом. Ну, кузнецом Это молот? Я и до училища еще кузнецом, да, работал. На заводе. Но, условно говоря, и молот, и там были, конечно, уже другие станки. А вкалывать приходилось для чего? Для пополнения бюджета или так, баловства ради? Как бы силушки немерено, куда? На завод? Да, мне казалось, что на заводе стабильный заработок в ту пору был. И я уже стал женатым, уже надо было иметь стабильный заработок. То есть основа это финансы. Да. Ну а как музыка-то вошла в жизнь, буквально влетела? С чего началось все? Если родители были учителя сельской школы, то есть инструмент как появился, тяга вот к пению. Ну, друзья и братья, в ту пору ведь все мальчишки баловались игрой на гитаре. Ну да, не Это было просто, дискотек в классическом понимании. В каждой семье, где были парни, были гитары. Это вот, у вас в Завьялово-то? Вообще везде так было, в ту пору просто. И также
я наблюдал, как играют вот братья у меня. Они пытались все время меня научить. Я говорю, да у меня еще пальчики маленькие. Но в итоге они там меня подготовили. В 4 классе уж я учился. И вот на праздник 8 марта учительница нам дала поручение приготовить выступление для девочек. Ну, я решил рискнуть и взял гитару, пришел на мероприятие и поздравил девочек, сыграв и спев уже к тому времени то, что я умел, частушки. Частушки были случайно мною взяты, тоже услышал где-то. Ну, в общем, оказывается, они были не очень приличными. Похабные. Ну, были похабные, но я, тем не менее, спел, там некоторые слова, видимо, были. В общем, над Завьяловской деревней пролетел баран с уздой, а завьяловские бабы спекулируют мукой. Вот таким образом. У меня другое напрашивалось на язык. Ну да. Ну, в общем, определенно. Чтобы не обижать да, завьяловских. Да. Но я вот так уже, ну, потом, ну, в школе занимались с девчонками, да как-то, в общем. А как получилось на сцену выйти? А уже на сцену... Это же другой этап жизни. В 9 классе мы учились, приехала новая ученица в наш класс пришла. И, в общем, я в нее влюбился. По уши. По уши. Все. Просто страшно. И узнал, что она ходит в районный дом культуры на танцы. Ну и решил тоже сходить. Пришел. За ней присмотреть. Ну, посмотреть за ней. На разведочку. Пришел, она там ни с кем не танцует, всем отказывает, стоит у стенки и все время смотрит на сцену, где там ребята, вокально-инструментальный ансамбль, в общем, поют, играют. А в то время дискотек не было, даже слова этого не слышали. Были все время ВИА и танцы. Чтобы зрители понимали, ВИА – вокально-инструментальный ансамбль. Совершенно верно. Ну и понаблюдав за этим, я решил, что чтобы привлечь к себе внимание, мне нужно стоять именно на этой сцене, туда, куда она смотрит. В точке X. Да, вот я пришел, попросил, чтобы меня прослушали. Ну, благополучно прошел прослушивание. Меня взяли в этот ансамбль. Я приготовил программу и уже в 9 классе играл на танцах все выходные, а позже уже и в столовых и кафе, на свадьбах. Дело пошло так, что мы в Завьялово поженили 2 поколения людей. Как потом вдруг выяснилось, когда уже стали приходить те ребята уже, кого мы поженили до этого, уже взрослые, говорили, ребята, вы у нас отыграли, отыграйте, пожалуйста, еще и у наших детей. Вот. Ну, потом продолжалось все естественным путем. В наш мир ворвалась дискотека. А женщина-то где? Ну, у нее своя судьба сложилась, у меня своя. Ну, глаз-то она все равно положила. Ну, она стала обращать на меня внимание. Обращать внимание. Обращала внимание. Цель достигнута. И дальше Ладно. стало уже неинтересно. Ну, дальше уж не будем. Дальше не будем. Хорошо. І ментолич поля свеч, ночі я сам ти нам не свеч, малим щулем не ношнюсь, туким яшке укорплюсь, лельбам я сицу то бане, пеншкул я сит ти розчулме, чистий лжуач лачулем, милий у мой томен.
Ну и после этих сельских дискотек куда судьба забросила? Инструменты не выпустил из рук? Ну, дальше. Вокальный, инструментальный ансамбль, потом что? Ну, прошло еще сколько-то лет. Опять труда тяжелого. Но решил, что все же нужно поступать учиться музыке. И пришел я в музыкальное училище республиканское. На минутку. Но до музучилища же было еще что-то. Ну, до музучилища вот. Там был, наверное, вуз какой-то. Все же хотели поступить. И у меня была тоже это, попытка учиться в университете на правоведении. Ну, год я проучился, а потом ушел. И тяга. Как ушел? Просто встал и ушел? Просто бросил учебу, да. Потом работал. А мотивировал чем? Ну, Втыка получил от родителей? нет. Надо было работать, и там семью содержать. То И есть на материальная сессии составляющая Да, тут да. главенствовала. я, в общем, не мог справляться с сессией из-за этого, потому что работал кузнецом, тяжело было. Но потом 3 года спустя забрал документы и ушел, подал в музыкальное училище, где и проучился 4 года на оркестровом отделении по классу флейты. Получил специальность руководитель духового оркестра самодеятельного, преподаватель школы искусств. Так, и дальше как Дальше все это пошло? работал художественным руководителем в районном доме культуры Завьялова. Ну, еще и немножко работал в школе искусств. Но если в РДК работал, это означает шлифовал свое мастерство, которое позволило где-то в какой-то момент не упустить птицу удачи. Вот подвернулся шанс, где это мастерство пришлось показать. И люди оценили. Так было или как у вас? Но если это называть мастерством, я бы не называл это. Ну ведь оценили Но- в какой-то момент, как это произошло и Да, где ну вот- это было. Ну вот кто оценил, может, они скажут. Я скромный человек, поэтому, конечно, учиться этому делу надо всегда. И учиться у людей, кто тебя окружает, очень важно. И не стесняться, где-то что-то не понимаешь. Не нужно стесняться об этом говорить и спрашивать, а что вот это вот, и как это сделать лучше, что это означает. Итак, был 1990 год, и сорока на хвосте принесла информацию, что проводится кастинг. Да. День открытых дверей Где? в ансамбле Айкай. И Айкай это тогда никто не знал. Что такое Айкай, никто не понимал, потому что это, насколько я понимаю, только вновь образованное какое-то музыкальное такое формирование, группа, народный ансамбль. Ну, в отличие от большинства, может быть, в ту пору людей, я уже знал, что такое коллектив Айкай, театр Айкай, потому что я работал художественным руководителем в Доме культуры. И в 90-м году, когда этот коллектив образовался из артистов ансамбля «Талмас» в основном, я первый написал о них статью в районной газете «Ленинец». Хорошую статью, Хорошую статью. хвалебную. Ну, я описал. Гонорар получили? Нет, конечно, но зато я познакомил всех жителей Завьяловского района, что есть такой новый коллектив, замечательный, и какие артисты, в том числе уже любимые народом, там работают. Познакомил и тоже захотел славы. И тихо-тихо пешком это- пошел туда на кастинг. Это спустя какое-то время, когда в 90-х годах чуть не каждый год менялись деньги,
если вы помните, павловские всякие там были. Это был ужас. Все это сменялось, зарплату не давали. Пришлось мне из клуба срочно уйти и делать мебель, шкафы. Не в Китай, не за Нет, шмотками. Нет. У нас там была хорошая бригада в Завьялово, там были и баянисты, инженеры, врачи. В общем, все нормальные такие, хорошие, интересные люди. Вот мы собрались и начали делать шкафы-купе. Все нормальные люди Завьялова ударились Ну, в производство мебели, по Одни- пути занимаясь одни из нормальных. музыкальным творчеством. нет, но потом все же тяга к творчеству берет свое. Поэтому, когда делаешь мебель, я стал замечать, шурупы крутишь, и вдруг как запоешь во весь цех. Например, Ну, разные песни. И я понял, что надо мне все же заниматься творчеством. И тут друзья подсказали, что в театре Айкай будет день открытых дверей, так называемый, куда приглашают артистов с целью провести кастинг. Ну, я туда и поехал, друзья мне подсказали, приехал в назначенный день. Но оказалось, что им нужен был артист, перкуссионист, то есть артист, который играет на ударных инструментах. А я все же хотел петь, но меня послушали, сказали, да, ты бы нам подошел, но вот нам нужен артист именно вот такой. Ну, другим конкурсантам вдруг отказали, уважаемым музыкантам, которые играли тут в коллективах на барабанах. Им почему-то отказали, взяли меня, сказали, ну-ка сыграй 2/4, сыграй 3/4, 4. Ну, это я сыграл, это очень просто. Сказали, ну все, завтра в 10 утра выезд, будет 3 концерта в Волжском районе. Но, конечно, ночь не спал, утром поехали. Что делать? Я говорю, хоть программу скажите. Они говорят, сейчас все на листочке дали мне программу, читаю, там написано Света, Миша. Как потом я понял, что значит, Михаил Тимофеевич Врачихин и Света Смагина. Потом написано Гена, Женя, Геннадий Кузнецов и Евгений Серебренников. И вот там была вся программа написана, что играть. Значит, рядом сидит басист и мне говорит шепотом, 3/4 играем, 4, пауза, тарелка. Вот таким образом все началось. Но к концу дня я уже кое-что уже знал, понимал, уже успокоился, но далось все великим потом, конечно. Весь был сырой от волнения всего. Ну, сказали, поработай пару недель, потом мы найдем тебе замену, ты будешь петь. Прошел месяц, я говорю, ну что ж, где замена? А мы уже и не ищем, нам уже нравится, как ты играешь. Ну, я поблагодарил всех, и в то время новый коллектив образовывался, группа Валентины Пудовой в филармонии. Меня пригласили туда. Вот с ансамблем Айкай мы расстались, но очень по-хорошему, достойно.
Я их очень люблю всю жизнь. Очень уважаю этих артистов. И даже уже и помню очень хорошо тех, кого нет. Очень им благодарен. Даже за тот месяц, который я с ними побыл. Они с тех пор, мне кажутся, родными. Родными. Очень, да. И дальше как пошло? Дальше вот познакомились с Валентиной Пудовой. В филармонии немножко попели вместе на репетиции, нас просмотрели, ну, сказали, голоса сливаются, можно работать. Так мы стали работать с Валентиной. 6 лет без 3 дней мы проработали. Отметили? Ну как отметили? Мы концертами отмечали. Концертными? У вас нет вредных привычек? Есть, конечно, врать не буду. За здоровье, За здоровье за ваше здоровье. зрителей. Все в меру. Но я вообще за то, чтобы все в меру, хотя по моей комплекции и не скажешь, что я человек умеренный. Но в самом деле я очень умеренный. Не люблю стрессовые ситуации. Надеюсь, что я уже все стрессовые ситуации в своей жизни прожил. Впереди чистая дорога до горизонта. Хочется в это верить и надеяться. Но вредные привычки остаются, к сожалению. Не могу справиться с курением. Понятно. А как дальше карьера складывалась? Как надо же титул-то получить, просто так же не раздают на улице. То есть это гастроли сплошные, какие-то концерты ответственные. Вот самый запоминающийся концерт при массовом скоплении людей. Получилось, не получилось? Ну что? Расскажите. Концерты целиком, вот запоминающегося, какого-то самого важного, даже не припомню. Ну, весь город обсуждал концерт, который какие-то там начальники приехали московские, местные, бомонд собрался и пригласили вас выступать с песней какой-то, там типа «Сибирь», что-то. Что так там приключилось? Так это... И все обсуждали. Павел Васильев, Павел Да, Васильев. нет, что вы. Это последний концерт в ансамбле «Айкай», когда я был, играл на барабанах. Но самый последний концерт я попросил, чтобы мне дали возможность спеть. Вот. Это не сверху пошло, а снизу. Нет, Дайте мне возможность. Да, я попросил. Так. А что спеть? Ну, я предложил песню. Сам. Да, «Банька сибирская» есть такая песня. Напеть можно? Так в Сибири повелось, каждую субботу любит париться народ, до 7-го пота едем париться, чтобы не состариться, то-то будет смех, из парной да в снег, банька сибирская лучше всех. Ну вот, эту песню позволили мне спеть в этом дворце Ишталь. Огромное скопление народа было. Что-то я уже не помню, какой был повод там. 1100 было человек. много руководителей нашей республики в зале сидели. И вышел я на сцену. Дали мне рубаху и сапоги Карепа Дамакамского. Ну, они были на 4 или на 5 размеров больше нужного. Ну, в общем, я очень комплексовал. Рубаха тоже большого размера. Ну, ужасно. Там До колен. рукава подвернул, кушаком подтянул снизу, но сапоги, с ними ничего невозможно было сделать. Потому что у сапог, у артистических обычно очень тонкие голенища. Вот, а мне по голенищу, значит, подошли, но сам сапог, носок был очень длинный. И я выглядел просто как кенгуру. Вот я вышел. Как я выходил, там отдельная история, как ставил ноги, чтобы, не дай бог, сбоку их не было видно.
Ну и оркестр заиграл, я забыл слова. И стою, они снова заиграли вступление. Я все стою. Они опять заиграли, сыграли все. И просто уже один аккорд умпа-умпа-умпа-умпа-умпа-умпа играют. А я думаю про себя, разглядывая зал, балкон, думаю, вот она смертушка пришла. Вот так артисты умирают. На сцене. На сцене. Карьера не состоялась. Да. Сливай воду. В общем, состояние было близкое просто к разрыву сердца. Но вдруг какая-то искра прошла, и я вспомнил один куплет. И спел его благополучно, наконец-то. Потом припев. Потом опять первый куплет. Опять забыл, как отрезал. И все, один куплет я спел 3 раза. 3 раза спел. Один куплет и бесконечное, наверное, количество раз припев. Народ встает, бурные овации. Нет, ну, Или народ стыдливо там были улыбки, прячет глаза. глаза и лица никто не прятал. Все улыбались, помню, хлопали в ладоши, улыбались. В отличие от моей жены на балконе, она там в обмороке была. Но, тем не менее, никто мне не сказал, не высказал упрека, что ж ты, как ты так, мы тебе позволили, мы тебе доверили. Доверили? Да, а ты никто. И я вот всю жизнь помню, как после этого номера зашел за кулисы, а там стоит Геннадий Кузнецов и Евгений Серебренников. Я с мрачным лицом говорю, вот со мной беда вот такая произошла. На что Геннадий сказал, да брось ты, ерунда, это может с каждым случиться. Не переживай. Живем дальше. Да, и вот я ему очень благодарен за это. Поддержку. Конечно, действительно так бывает с любым человеком, просто с артистом. И тут, впрочем, надо быть готовым всегда. Бывает такое. И очень печально, когда артист не может справиться с этим. Вешает голову, всем видом показывая, я пропал. Вот. Поэтому уважаемым коллегам, кто еще не научился владеть чувствами. да, нужно выходить из положения другим образом каким-то. Каждый свой должен найти образ. Это прекрасный урок для молодежи, наверное, сидят сейчас у экранов, мотают на ус. Тогда еще один такой философский сюжет из своей жизни. А за какой поступок вот артисту, народному артисту, вот сейчас даже голову можно опустить, стыдно бывает. Вот отмотав назад, ё-моё, что я такое натворил или сделал, за что мне стыдно? У артистов едва ли не больше, чем у людей с другими профессиями. Ситуации такие бывают, где бывает стыдно. Есть такие вещи. Давайте по существу. Но я вот один случай могу рассказать. Работая в филармонии первые годы, в 90-е годы, я же удмуртский язык довольно плохо знал. И сейчас еще у меня проблемы, но я значительно лучше знаю. И вот выучили мы песню, но с Николая Широких предложил. Разучили мы удмуртскую песню, я сейчас не помню, как она называется. Но там содержание, в общем, о женской судьбе. Нелегкой доли. Нелегкой. Но там текст был написан сложными для меня словами, которые в быту редко произносятся. Вот. И тем не менее я выучил, но дословное содержание этих слов знал слабо. В общем, значение этих слов слабо знал. Песни выучил, Николай Широких мне помог. Образ определенный там, значит, сложить все.
И выехали мы на концерт, куда-то не помню. И во время исполнения этой песни я вдруг заметил, что в первых рядах несколько женщин, на которых я посмотрел, они слушают и плачут. Прям слезы такие текут, горькие слезы. Ну, и мне вот тогда стало стыдно за то, что я вызвал у людей такую реакцию, исполнение вещей, которую я сам не прочувствовал, не перевел в ладу. Ну, с тех пор, вот, конечно, берясь за материал, взял за правило, конечно, все переводить. Тщательно слова, которые я не знаю, я всегда должен знать дословно, узнавать, прежде чем исполнять песню. Я чигартимо не юнгес, я мой гатива шуленес, а николе велкойос, артемуки шуленес. Mali mas me tire de tableau.